По поручению премьер-министра собрались обсудить ситуацию, сложившуюся на топливном рынке Республики Абхазия, связанную с изменениями, которые происходят в ценообразовании, и в целях определения позиции участников рынка и правительства в решении данного вопроса, в подходах к его решению. Мы решили в таком составе собраться и обсудить, какие предложения могут быть для решения данного вопроса, чтобы нивелировать ту сложность, которая возникнет с существенным изменением цен. Соответственно, какие механизмы есть и в данном случае как не допустить дефицита нефтепродуктов. В 2022 году ситуация на ценообразование на рынке нефтепродуктов усугубляется, как мы видим. И есть основные предпосылки, которые, в принципе, провоцируют данный рост. Как все прекрасно знают, что мы являемся потребителями нефтепродуктов, импортируемых из Российской Федерации. Соответственно, на рынок нефтепродуктов Российской Федерации влияет в том числе и законодательство внутреннее. Значит, с 2022 года в соответствии с налоговым кодексом в России меняются ставки НДПИ, акциза, соответственно, речь идет о повышении. Это один фактор, который, как мы понимаем, безусловно отражается на ценообразовании, и не учитывать его мы, конечно, не можем. Второе – это то, что введенный в 2019 году механизм демпфера фактически нивелирует ту льготу, которую абхазская сторона имеет в рамках соглашения о режиме торговли. Как действует механизм демпфера, в принципе, все прекрасно понимают, и в случае, если разница между предельной ценой и затратами, соответственно, меняется более чем на 10%, он начинает действовать в обратную сторону. И учитывая его рост, мы обязаны учитывать тот фактор, что он будет влиять негативно на ценообразование, связанное с экспортом. Ну, третий фактор, как все прекрасно знают, то, что меняется ситуация биржевых котировок на нефть, как мы все видим, растет, и, соответственно, приоритетом в этом смысле является экспорт. Вот эти три фактора, безусловно, влияют на ценообразование. Как мы видим по динамике изменения цен, оно в основном касается бензина марки 92, но и самым большим объемом роста в данном случае характеризуется именно дизельное топливо. В данном случае характеристика, на мой взгляд, изменения цен демонстрирует нам, что в среднем это порядка 10% изменения прогнозных цен, как мы видим уже в феврале и в марте соответственно. Поэтому хотелось бы выслушать всех участников совещания по данному вопросу. Хочу от экономического ведомства высказать несколько предложений, которые мы, в принципе, обсуждали внутри экономического блока, отдельно с участниками рынка, которые хотела бы предложить вашему вниманию и дальше уже выработать предложения для руководства республики, чтобы мы приняли соответствующие решения. Такие предложения мы сформулировали, правительству направлены, и они заключаются в определении предельных надбавок на реализацию розничную, соответственно, и отдельно на реализацию оптовую. При этом, значит, предусматривается контроль за формированием издержек непосредственно и конечной стоимости нефтепродукта. Учитывая текущую ситуацию, нам необходимо с вами сейчас понять, каким путем мы пойдем. Пойдем на то предложение, которое, в принципе, уже внесено, или будем пытаться решить вопрос смешанным подходом для того, чтобы нивелировать в данном случае значительное повышение. Как вы знаете, это коснется непосредственно 92-го и очень существенно дизельного топлива. Какие могут быть механизмы сдерживания? Это, безусловно, снижение налоговой нагрузки, либо субсидии. Поэтому тут весь экономический блок представлен, и я думаю, что нам необходимо определить, какая в данном случае форма решения вопроса будет наиболее приемлема с точки зрения текущей ситуации и необходимости использования именно рыночных механизмов решения вопроса. На сегодняшний день тенденция такая, что уровень цен именно на дизельное топливо растет и растет существенно. Вот. Как вариант выхода из данной ситуации мы предлагаем как уменьшение налоговой нагрузки на этот вид топлива, отмену ввозного НДС, что принять это как временную меру,
и пересмотреть механизм рыночного регулирования уже на основе тех предложений, которые ранее обсуждались между правительством Республики Абхазия и топливными компаниями. К сожалению, ситуация выглядит очень плохо, потому что закупочные цены на сегодняшний день из того, что мы видим, растут. И по другим видам, как 92-й и, соответственно, дизельное топливо, рост будет значительный. В части оценки текущей ситуации я полностью соглашусь с предыдущим оратором. На сегодняшний день закупочные цены демонстрируют значительный рост, как в части дизеля, так и в части 92-го бензина. Соответственно, тот механизм, который был установлен правительством ранее, он не позволяет компании осуществлять реализацию хотя бы с какой-то минимальной маржой. Относительно прогноза цен могу сказать, что поскольку мы не принимаем никакого участия в их формировании, каких-либо оценок мы давать не будем. Все будет зависеть от ситуации на бирже, поэтому мы можем лишь следить за тем, как ситуация будет развиваться. Я тоже согласен с предыдущими ораторами. Думаю, что налоговые послабления на какое-то время, я думаю, для наименее безболезненного поднятия цен для населения, я считаю, что было бы для нас сегодня приемлемым. Для нас, это для нас, для оптовиков, потому что мы с розницей мы не сталкиваемся, наша компания, а вот те, кто занимаются розницей, у них, конечно, ситуация немного другая по сравнению с нами. Поэтому нам это было бы выгодно. Соглашусь полностью. Надо расслаблять налоговые обложения и принимать какие-то меры, пока еще не все выросло. То есть возможно, что процесс будет расти, и для этого надо принимать какие-то меры. Мы полностью зависим от поставок из Российской Федерации. Большие объемы никто из участников рынка аккумулировать здесь не может, соответственно, закупить и хранить, и постепенно, плавно увеличивать цены возможности на сегодняшний день нет, из-за того, что нет парка хранения. Предпосылок к тому, что цены пойдут в сторону уменьшения, тоже нет абсолютно. Это тенденция, нефть растет, и все остальное здесь уже было министром перечислено. Из предложений, я думаю, что буду солидарен с коллегами, нужно как временную меру, которая позволит сдержать скачок цен, видимо, отменить на какой-то период ввозной НДС, а дальше перейти к рыночным механизмам. И это позволит ценам стабилизироваться, они будут не только расти, но и уменьшаться. Я понимаю, что практики резкого понижения цен на АЗС нету, и прецедентов таких не было, но это не исключает того, что это возможно. В принципе, вся экономика у вас есть, вы знаете, так же, как и мы, из чего состоит цена, из каких издержек. Да, там, в проекте постановления какие-то моменты не учтены, но они индивидуальны, поэтому, в принципе, проект постановления учитывает практически все. Но на сегодняшний день проценты, которые тут указаны, они, на мой взгляд, недостаточны для того, чтобы рентабельность у компании была на должном уровне, скажем так. Она близится к нулю, скажем так. То, что страна не может регулировать нефтепродукты, это очевидная вещь, стоимость приобретения, потому что не производим их здесь. Да. Единственное, чем может заниматься Республика Абхазия, это регулирование этой деятельности только в той части, в которой имеет свои компетенции. Это в том числе и налоговые, затратная история, отчисления, нормы рентабельности, влияние на прибыль. Вот как сейчас было сказано, что компании, я так понимаю, только об одной компании речь шла, что рентабельность близится к нулю. Но если она близится
близится к нулю как к бизнесу. Это, конечно, не очень комфортно, но, еще раз повторюсь, повестка государственная, поэтому мы обсуждаем ее так широко и активно. Уже мы точно видим, что с последней предыдущей встречи, когда было принято решение о повышении цен, прошло время, и цены вновь стали повышаться. Да? Ну, конечно, надо вмешиваться, конечно, надо регулировать. Что хочу сказать в отношении, ну вот у нас 5 представителей, 4 из которых однозначно позицию выражают о изменении, либо вообще, в принципе, освобождении от налога на добавленную стоимость при ввозе. Ну, вы, наверное, прекрасно понимаете, что налог на добавленную стоимость – это зачетный механизм. Да? Дело в том, что освободив эти товары от этого вида налога при ввозе, они не будут освобождены при их реализации на территории Абхазии. Я полагаю, что здесь никакой экономической выгоды никто не получит, абсолютно. Вот. Ввоз товара, условно, будет, к примеру, если вдруг освобожден, то полная реализация будет облагаться без зачета. Ну, там частично получается. Поэтому, на мой взгляд, это, наверное, такая мера, которая позволит, может быть, саккумулировать средства, но точно не изменит цену товара. Точно она не сдержит ее. Вот. Мне кажется, надо идти по некому другому механизму, который предложен вот здесь. Насчет процентов, конечно, это счетный механизм, насчет процентов. И у каждого своя рентабельность, у каждого свой поставщик за пределами Республики Абхазия. Эти поставщики, естественно, сами определяют, ну, вместе с вами, как контрагентами, цену контракта. Надо смотреть на объемы контрактов, на запасы, которые есть в республике, на какой период они могут хватить, и поэтому, я так полагаю, правительство, по-моему, даже ежедневно, да? Да, мы ежесуточно контролируем движение. Этим занимается, да, вот через Министерство экономики. Предложение, которое было озвучено Министерством экономики, оно имеет, естественно, продолжение, надо мгновенно, вот сейчас срочно рассмотреть его. Полагаю, что немножко механизм можно, на мой взгляд, изменить. Разумеется, мировая практика показывает, что если регулирование нормами рентабельности, то, разумеется, только от цены контракта. Если надбавку ставить с учетом, я уже говорю, даже на внутренней перепродаже покупных товаров, если условно с одной колонки на другую перепродается, с одного оптовика на колонку перепродается, если только на вот эти обороты накручивать эти проценты рентабельности, то это слишком будет дорого. Надо накручивать на стоимость приобретения как такового. Да. И в том числе при импорте сюда, без учета таможенных пошлин, налога на реализацию ГСМ, чтобы понять, чтобы она большая не стала, вот эта цена. Но это так считают всегда, не только по нефтепродуктам, это когда определяют норму рентабельности, только по контракту. Ведь логика сама по себе какая? Государство сегодня не может регулировать цену приобретения, потому что, повторюсь, да, потому что не можем мы производить здесь на территории Абхазии. Но именно к цене приобретения, к вашим контрактным обязательствам, вот именно к этой цене можно устанавливать норму рентабельности. А дальше уже все, как говорится, налоговое, таможенное и другое законодательство. Вот по такому пути надо, на мой взгляд, пойти. Наше государство, на мой взгляд, должно вмешиваться только в регулирование после цены контракта, рентабельность, но никак не с учетом налога на добавленную стоимость, налога на реализацию ГСМ, ну и других налогов. Между собой все конкурируем, и плюс к тому государство регулирует это все. Да? Мы не можем установить цены, по которым условно этот товар не будет покупаться. Конкурентная среда между вами, как таковыми, конкурентная среда, почему ставить, должна быть только по части приобретения товара за пределами республики. Потому что внутри у одной компании одни издержки, у другой другие. У одной компании развернутая большая сеть, у другой нет. Ну вот можете представить, Роснефть ставит на высотку 8%, да, или 15%.
и у нее сетка какая, и вы ставите 8%. Ну, это, наверное, не совсем будет. У него какие затраты. А вот если мы будем эти 8% вместе с вами, да, рассматривать на цену контракта приобретения, Тогда она одинаковая. ну да, вот здесь у вас конкуренция. Кто купит дешевле? Роснефть купит у поставщиков за пределами республики дешевле, ну, условно. Азит купит, или Абхазойл, или Алхан купит. Если быстрые сейчас решения принимать, да, вот такие, на мой взгляд, это вот решения связаны с регулированием наценок надбавок. Это то, что находится в полномочиях правительства. То, что находится в полномочиях законодателя, ну, я вот говорю, по налогу на добавленную стоимость, это результата не принесет с таким предложением. Мы должны быть готовы к тому, что скачок будет очень резкий и очень существенный. Это вот... Есть механизмы и другого, значит, реагирования, в том числе через применение части таможенного законодательства. Мы должны как-то, ну, рынок ориентируется по времени, по изменению цен или нет сейчас? Вы не можете прогнозировать 2 месяца, 3 месяца? Никак, да? Ну, Владимир Валерьевич, март однозначно будет серьезный рост, это уже демонстрируют предварительные котировки, которые идут, и те прогнозы, которые ставят они. Первое предложение, это в основном, да, озвучено нашими импортерами основными, это освобождение от налога на добавленную стоимость. И второе направление, это уже регулирование в рамках представленного проекта. На мой взгляд, единственно эффективным направлением, в котором мы можем двигаться, это является второе предложение в части представленного проекта. Объясню почему. Не буду повторять то, что говорил Владимир Валерьевич. Будут существовать ряд как вопросов, касающихся того, что мы не получим того эффекта, который ожидаем. То есть вот этот промежуток краткосрочно, да, 2 месяца. Во-первых, мы получим массу проблем в части администрирования, разбираться, кто, когда, что завез, когда приобрел. То есть пойдет путаница, мы просто сведем людей с ума, это раз. И второе, опять эта цена автоматически придет к тем параметрам, да, от которых, как говорится, мы говорим. Это первый момент. Второй момент. Мы должны помнить, что в части изменения налогового законодательства у нас существуют прямые ограничения в бюджетном законодательстве. То есть мы не можем выйти с предложением в парламент, которое будет предполагать изменение налогового законодательства в рамках текущего финансового года. Бюджет еще не принят. Неважно, он уже представлен в парламент. Статья 92 Закона об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса гласит, что изменение налогового законодательства, принятое после внесения законопроекта о бюджете на, значит, следующий финансовый год, может вступать в силу только с 1 января следующего года. То есть проблемы законодательного характера тоже существуют в этом вопросе. Это второй момент. Ну и третий момент. Мы же с вами реально понимаем, в какое время мы сейчас живем, я имею в виду с политической точки зрения. Мы на пороге выборов в парламент. Как раз все эти процессы попадают на вот этот период, который мы обсуждаем. И ожидать от того, что в парламенте смогут даже рассмотреть этот законопроект в этот период, ну, я лично сомневаюсь, по объективным причинам. Поэтому мне кажется, что надо вот все усилия сконцентрировать на представленном проекте, да, услышав ваше мнение, значит, в установленном порядке, получив заключение от всех заинтересованных ведомств, выйти, значит, с предложением утвердить инструмент, который позволит нам сложившуюся проблему как-то решать. Что проблема существует, это факт. Основа НДС, потери по нашим подсчетам приблизительно будут составлять за этот период где-то в пределах 35-40 миллионов поступления платежей. Коллеги, тогда как, значит, ведомство, которое внесло на рассмотрение правительства данный проект постановления, у меня, значит, такое предложение.
В принципе, все процедуры по согласованию проекта были проведены еще в 2021 году и внесены сюда в установленном порядке в правительство, но с учетом уже тех обстоятельств, которые мы сегодня озвучивали, да, с учетом тех предложений, которые могут быть сейчас более актуальны с точки зрения текущей ситуации. У меня такая просьба, давайте так, к 15 февралю, в принципе, у вас у всех материалы есть, но мы сегодня еще раз разошлем ваши предложения относительно вот той окончательной редакции, которую мы сейчас имеем. Может быть, будут еще предложения. Вот. Ну и просьба отдельно, наверное, Минфин и налоговая тоже еще посмотреть с точки зрения контроля за формированием расходной части. Необходимо будет продумать механизм исключения, возможность монополии, формирования монополий там, и сговора.